Нам бы хотелось себя в городе иметь такую парковку, мы из Челябинска. Никакого сексизма в этом нет, это наоборот знак внимания, очень приятно, мне лично приятно. Я думаю, для инвалидов у нас там все лучше, это для инвалидов. Необычное значит не для меня. Это действительно непривычно и немного непонятно. Ярко-розовый – это видно, а что там за ним, никто не разбирается. 11 полос, из которых занята лишь одна. Покупательницы пока предпочитают обходить розовую зону стороной, а вот мужчины обижаются. Дискриминация мужчин. Я считаю, что напротив надо сделать обязательно мужские парковки. Почему так сделано? Давайте радужные еще сделаем. Мужчин обделили, а женщин дискриминировали. Так посчитала общественность и обвинила администрацию универмага в сексизме. Отдельные места, еще и удобные, шире, чем обычно, нам не надо. Мы умеем парковаться в любых условиях. Не хуже мужчин. Возмущения были услышаны ГИБДД. Правда, ведомство не приняло ни сторону мужчин, ни сторону женщин, а сторону закона, который гласит «стоянки не быть». Она не соответствует ГОСТу. Данные обозначения не предусмотрены ГОСТом. Должностным лицам выдано предписание для устранения данных обозначений в установленные сроки. Обозначений, разделяющих людей по гендерным признакам, правилам дорожного движения не предусмотрено. Авторам затеи не до смеха. В случае невыполнения требований дорожных инспекторов им грозит штраф. Кислотные парковки – дело тонкое. Благо, мало кто знает, что в торговом центре и другие изменения. К примеру, новый лифт. Тоже косвенно разработан для женщин с колясками. По крайней мере, задумка была такова. Но говорить теперь об этом не станут. Мало ли что. Мы видим, как на сегодняшний день, подъезжая к торговому центру, подъезжают девушки, мамы, молодые мамы, бабушки, дедушки. Мы всех с любовью к ним относимся, поэтому вот такую парковочку решили все-таки организовать. Понимая, что она немного шире обычных парковочных мест, но выделена таким цветом для какую-то изюминку. И не только поэтому. У универмага скоро юбилей, а потому розовый пиар тоже пиар. То ли ради пиара, то ли ради решения проблемы, но участником обсуждения стало и казанское сообщество феминисток «Фемкозлар». Это те девушки, которые сначала митинговали на улицах города с лозунгами «бьет, не значит любит», а потом устроили кровавую свадьбу возле ЗАГСа. Перформанс был посвящен теме домашнего насилия. Наличие женских парковок – это, по сути, подтверждение существующего в нашем обществе неравенства. Мы вынуждены терпеть повышенную агрессию на дорогах от мужчин, и в автосервисах неопытных водительниц очень часто пытаются обмануть. Но эти проблемы нужно решать, а не делать для женщин снисходительные отдельные парковки. Такое уже было и не раз будет. Подобные парковки есть в Китае и Европе. Что, кстати, и удивительно, в очень толерантной Европе. Там, где, например, реклама электрокара не прошла цензуру. Ролик слишком подчеркивал гендерные стереотипы. Пока мужчины совершают подвиги, женщины стирают и готовят. Ну хорошо, давайте вернем в разметку в масштабы ГОСТа. Что, и здесь будут возмущаться, что ли? Потому что если посмотреть на это под другим углом зрения, да, ну, назовем его добрым углом зрения. Ну сделали хорошо, ну, немножко накосячили, ну, давайте исправим. А так, ну, отвели вам лучшие места, все хорошо. Ну, цветы по-прежнему продают, да, а цветы дарят преимущественно женщинам. Это что теперь, тоже расценивать как признак сексизма, да? Если я подарю букетик кому-то, и на меня там посмотрят, скажут: ах ты сексист такой, паразит. Ну это же глупость несусветная, да? Кому вдруг помешало уважение к женщине? Многие забыли, что феминизм в исконном понимании все-таки про равенство скорее политическое и экономическое. За то, чтобы женщина осваивала мужские профессии там, где она это может. За то, чтобы женщина перестала считаться неким аналогом домашней собаки, как это и есть до сих пор в некоторых неразвитых странах. Но все же не про женщин, которым все вокруг должны. В частности, защищать их от мужского племени. Женщины почувствовали стеклянный потолок. То есть, когда мы находимся в одной организации, и мужчина добивается более высокого социального статуса или зарплаты, естественно, женщины стали возмущаться, почему мужчина может стать руководителем, а женщина априори, скорее всего, будет начальником отдела. То есть, соответственно, сегодня
Если касается розовых парковок, я повторюсь, мне кажется, что это просто ошибка. Здесь намечается дискриминация, но она как в таковой форме, на мой взгляд, не присутствует. Феминистки в различные периоды времени действительно привлекали к себе внимание, то есть обнажением себя или демонстрациями. Не надо путать факты, реакцию на факты и эмоциональные последствия, которые существуют. Вот, наверное, идея семейной парковки, она возможна, но опять-таки тут можно сказать о дискриминации людей, которые приезжают без детей или приезжают без покупок. То есть, как ни посмотри, очень сложно выдерживать этот баланс и равенство. Можно, конечно, надеть деловой костюм, чтобы тебя воспринимали всерьез, но цветной, чтобы все-таки не забывали, что ты женщина, когда это тебе, конечно, удобно. Вот такая примерно политика у современного феминизма, ни нашим, ни вашим. Но мы посмотрим, чем дело кончилось. Прошло 3 дня, мы на том же самом месте, и, как видите, розовая теперь здесь только я. Правда, новая парковка от стандартной все-таки отличается. Чьи же теперь нарушаются права? Пока ситуация коснулась прав конституционных, в дело вмешалась прокуратура. Согласно Конституции, в нашей стране запрещены любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. А также мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Поэтому организация подобных паркингов является неправомерной и дискриминирует водителей по половому признаку. Впрочем, авторы затеи сдаваться не собираются. Администрация магазина обратилась в мэрию города, чтобы восстановить женские парковки в рамках закона. То ли ради удобства клиентов, то ли все же феминизм сегодня – это тренд. Тренд, за который очень удобно цепляться, когда это просто очень кому-то выгодно. Диляра Исупова, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.